One movie. А в этом ролике Фильм 2020 года, срежиссированный внучкой Фрэнсиса Копполы и номинирован на Венецианском фестивале в категории «Венецианские горизонты. Лучший фильм». Возможно, это как-то связано, Но это не точно. Фильм мейнстрим с Эндрю Гарфилдом и Майей Хоук в главных ролях. о чем это? Лос-Анджелес, девушка Фрэнки работает в баре, а в это время снимает на телефон улицы города. Однажды она знакомит в ростовой кукле чудаком парнем по имени Линк в исполнении Эндрю Гарфилда, да, и снимает с ним видео, которое набирает небывалое количество просмотров для Фрэнки. Решив, что она нашла кого-то необыкновенного, девушка уговаривает нового знакомого чаще встречаться и делать совместные видео. В качестве автора текстов к ним присоединяется бывший коллега по работе в баре, и внезапно их видеоблог просто взрывается и становится невероятно популярным. Отзыв на фильм? Две главные проблемы фильма «Мейнстрим» в том, что он, не актуален от начала и до конца. Потому что создатели кино практически все не знают, что такое интернет, интернет-культура, сколько весит эта популярность в соцсетях, кто такие инфлюенсеры, боже, как я ненавижу это слово, и с чем их едят. И это замечательно, потому что они не в курсе всей этой дребедени и по большому счету заняты своим ремеслом. Когда они начинают что-то пытаться вещать про интернет-звезд, про интернет или и популярность этих блогеров и так далее, это у них не выходит. Тут нужно попасть в актуальную тему, да, осветить какие-то темы и новости, которые на слуху, то, что вирусное популярно, в крайнем случае те же мемасы, да, на крайняк. Не будучи знакомым с предметом и не задрачивая соцсети, интуитивно сложно это понять. И даже если создателям кто-то принесет все это на блюдечке и там скажет вот так делайте, это не сработает. Даже сами блогеры не знают, что выстрелит, а что нет. Да, есть простые способы успешно раскрутить блог. Это бесконечный, никому нахер не нужный пересказ новостей и инфоповодов, где ваше название, тайм-коды, теги, хэштеги и посев по всем соцсетям, да, еще какой-нибудь конкурс в конце ролика дадут вам популярность в интернете. Записали, я надеюсь? Один из способов быть успешным в медиапространстве, в интернет-медиапространстве. Или черный пиар, где из ролика в ролик вы будете кого-то критиковать, обсирать. И два варианта мало для кого доступных. Это стимуляция роста подписчиков за счет пачки денег или иметь знакомых какого-нибудь популярного блогера, который одним упоминанием или участием с ним в ролике, от него к вам придут, 300 тысяч человек. Такое, то, что сделал, например, Ивангай или Влад А4. Даже несмотря на то, что блогеры принесут то, что сейчас популярно, что они считают, что выстрелит, все это за время съемок фильма, редактирования, продакшена и рекламы, пока фильм дойдет до кинотеатров, это уже не будет актуально. То есть даже эта история про интернет 5-летней давности. Люди, не сведущие в теме и имеющие смутное представление, что это за зверь такой интернет, из-за чего мы видим на экране сцены, где блюют смайлами, всякие эффекты, которые никто никогда не использовал. И такое даже нельзя рассматривать в качестве, какой-то исторической справки про интернет, потому что это художественный вымысел, лишенный всякого смысла, зачем это вообще было создано. Особенно с учетом того, что все вирусные ролики, хайповые темы за 2 недели они протухают. То есть запомните, 2 недели это максимальный срок любой темы, которую можно, обсасывать изо дня в день и паразитировать на ней, за исключением только если это что-то не трогает, допустим, все человечество и каждый день не подогревают СМИ и другие популярные блогеры. Тогда, да, может быть, получится паразитировать столько, сколько это обсуждают. Хотя у людей тоже интерес пропадает, они не могут вечно слушать одно и то же. Стоит ли смотреть? Я, честно, не совсем понимаю, для кого этот фильм мейнстрим, для кого его сняли, на кого это рассчитано. То есть люди интернета, часть вообще YouTube не смотрит, а часть, которая смотрит, может и пальцем у виска покрутить, да, после просмотра или во время просмотра этого фильма. Люди телека, так в том-то и дело, что они телек смотрят. И, кстати, все эти заявления, что я слышал, например, 10 лет назад телек умрет, а 5 лет назад телек умер, но он как-то до сих пор благополучно продолжает жить и процветать. И даже больше скажу, он никогда не умрет, потому что он совершенно четко и красиво, как многие уже смогли заметить, кто сидит на YouTube, да, перекочевал в интернет. Интернет
телек, планшет, телефон — это все просто способы доставки контента, и дележ людей на интернета и людей интернета и людей телека вообще неправильно изначально, так как люди интернета могут пользоваться чисто соцсетями и смотреть в интернете то, что идет по телеку. А вот чем, ну, и интернет сам наполнился, да, этими всеми передачами с телека. А вот сам контент, да, то есть содержимое, которым интернет наполняется, это другой вопрос. И мейнстрим, оказывается, это какая-то тонкая картина, просто за маской происходящего абсурда и трэша спрятана глубокая мораль. Или иногда это мораль на поверхности касательно того, как вредны телефоны, и как буллинг в интернете может привести к последствиям в реальной жизни. И в конце главный герой вообще заявляет в лоб, что вы все тупые ушлепки, которые могут что-то говорить только спрятавшись за монитором экрана, да, а вживую язык в жопу засовываете, и вы все мертвы внутри. Не надо страдать синдромом поиска глубокого смысла и приписывать всему подряд то, чем оно не является, да. Не надо путать Божий дар с яичницей. И тот момент из фильма, где Эндрю Гарфилд держит в руке кусок говна в руке, можно сказать: посмотрите, посмотрите, это отсылка к зеленому слонику, да? Я тебе покушать принес. Или вы не понимаете, это метафора на то, что вся наша жизнь, она говно, и все, что мы любим, в него превращается. Но абсурд, все эти натягивания совы на глобус — это фарс, как и весь этот совершенно пустой фильм с меткой 18+, растянутый каким-то образом, чудом, я не знаю, на 1,5 часа. И с такими посылами, как телефоны вредны, вы все превратились в зомби и мертвы внутри. Ваши действия в интернете влияют на реальную жизнь, от чего могут погибнуть люди. Вот вам и весь пересказ этого фильма в одном предложении и всего его глубокого смысла. Фильм мейнстрим лучше не смотреть. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, если вам понравился этот отзыв, да, пишите комментарии, что вы думаете об этом видео или о самом фильме в целом. Всем спасибо за просмотр. Пока.